вам буду рассказывать историю. Давным-давно, а может быть недавно, жила восточная красавица с дивным именем Сюмбике. И была она настолько прекрасна, что когда она выходила, то даже солнышко пряталось за облака. Когда она начинала говорить, то даже райские птички переставали щебетать. А когда уж она шла по траве, то даже ручеек переставал журчать, слушай шорох под ее ногами. И вот в такую красавицу влюбился грозный Иван. «Будь моей женой», — сказал он. Но она не хотела выходить замуж без любви и сказала: «Построй семиярусную башню». Он ее любил, призвал своих самых лучших воинов, строителей. За первый день был построен... Да, в первый день он построил первый ярус башни, за второй день он построил второй ярус, на третий день третий ярус, четвертый, пятый, шестой. На седьмой день возвысилась вот эта из красного кирпича семиярусная башня. Но красавица Сюмбике не хотела выходить за него замуж и сказала: «Иван, во время свадебного пира разреши мне подняться наверх, попрощаться с родимым краем, с родным народом». Он ее любил и разрешил. Она поднялась наверх, оглянула взором родной край и сказала: «Прощай, любимый народ, но без любви я замуж не выйду». И что сделала? И спрыгнула. Да, финал там печальный, но мы давайте пощадим нашу красавицу Злату Сюмбике. Мы другой финал. Превратилась она в белого лебедя, высоко взмыла в небо, и только одно перышко отлетело от белоснежного пера, упало на плечо Ивану Грозному. Взял он, прижал к сердцу, заплакал и сказал: «Я буду вечно помнить тебя, моя любимая Сюмбике». Вот такая легенда. Да. Ну давайте поаплодируем нашим ребятам, да. А вообще это дозорная башня, ее высота 58 метров. По ее проекту, кстати, сделали и Боровицкие ворота Московского Кремля. И Казанский вокзал архитектор Щусев тоже брал за ориентир именно башню Сюмбике.